Саламатсыздарбы. Менин колумда Соода өнөр жай палатасынын маалыматы боюнча ишкерлер арасында жүргүзүлгөн сурамжылоо өтүптүр да. Ошого жараша бизнести өнүктүрүүгө эмне тоскоолдук бар деп суроо берсе, 65% госоргандардын арасында коррупция, 50% менчик укукту коргоо боюнча мамлекеттик кепилдиктин жоктугу, и 50% бизнести өнүктүрүү боюнча мамлекеттик жардамдын жоктугу деген первый, второй место орун алган үч жооп берилиптир да. Ушунун ичинен мен ушул суроолор боюнча ишкерлер менен сүйлөшүп, ишкерлерден кайрылуу келген да. Ошол кайрылуулар расмий тилде болгондуктан мен сиздерге орусчасын окуп берейинчи. Но здесь больше, так как вы же понимаете, да, что бизнесмены обычно не жалуются. Вот. И я просто попросила расписать мне схемы, на которые они жалуются. Вот. И тут получается так. Вот первое. У нас есть департамент судебных исполнителей, да. Вот реальные несколько примеров, без фамилий просто. Бизнесмен подает в суд на государство, в иске ему отказывают. Суд выносит решение о выплате госпошлины 3000 сомов. Так получилось, что бизнесмена не уведомили. В чем схема здесь аферная, да? В буквальном смысле, чем занимаются наши судебные исполнители? Они формально выезжают на акт выездной проверки. Допустим, судебный исполнитель приехал в 2016 году, позвонил в дверь, объект дома, нет, его нет. Он оформил акт выездной проверки, его нет. При этом есть контакты телефона, не звонят. Через год, в 2017 году, опять же приезжает, то же самое происходит. И он накладывает арест на все имущество бизнесмена. Госпошлина 3000 сом. У него, допустим, там 3-4 машины, несколько домов и бизнес. И арест на все имущество накладывается. Бизнесмен там не знает об этом, то есть он не в курсе, год-два проходит, да. И потом он совершает какую-то сделку. И в ходе этой сделки выясняется, что у него наложен арест. Он идет к судебному исполнителю, судебный исполнитель заявляет о том, что, в общем, заплати столько-то, потом я это дело закрою. Это первый случай. Второй случай, это вот ГСБ, таможенные органы. Вот у меня вопрос к представителю таможенных органов. Здесь же есть, да? Кимиси? Да. Вот у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько процентов грузов вы ставите на ответственное хранение без декларирования, до декларирования? Есть такая практика. Вот сколько процентов из 100 обычно это происходит? Вообще сложность в растаможке в том, что у нас непосредственно сами представители правоохранительных органов, они обычно аффилированы, во всем этом участвуют, и их близкие люди в этом участвуют. И, так сказать, тема поставки грузов с Китая поставлена на такой большой поток. Вот скажите, сколько процентов грузов ставите на ответственное хранение без декларирования? У нас имеет право на ответственное хранение забирать груз, это уполномоченный экономический оператор по таможенному кодексу. Хорошо. У нас всего в Кыргызстане один уполномоченный экономический оператор. Кроме этого, подлежат грузу на ответственное хранение, можно передавать, это скоропортящая продукция. В процентах скажите, сколько процентов вы ставите на ответственное хранение? У нас нет таких процентов. Так, тогда я вам расскажу об интересной схеме. Уважаемый вице-премьер-министр, пожалуйста, внимательны, вы можете это все сами лично проверить, если будет желание, конечно, бороться с коррупцией. Вот как это происходит? Официально товар сначала должны задекларировать, а потом пропускать груз. По факту у нас на практике это груз, аффилированный с представителями таможни, ГСБ, правоохранительных остальных органов. Вы здесь сидите, ГКНБ, МВД, ваши ребята тоже во всем этом замешаны в деле. Вот товар не задекларированный, груз проехал, там холодильники, там телевизоры, да, но сейчас же у нас не по весу идет, а сейчас же у нас по коэффициентам можно выбрать, да, при помощи этих коррумпированных чиновников, как ты оформляешь груз. И груз оформляется по факту, если там холодильники, телевизоры, там ткани, допустим, проходят, да. Это очень большая практика. И в чем проблема, почему их нельзя поймать, потому что это такой сленг, конечно, есть, да, вот там сидит на шухере один таможник и смотрит, если все чисто, пропускаем, потом декларируем. Если проблема, он как есть растамаживает, конечно, тогда тот, кто этим занимается, он попал на большую сумму, да, получается. Вот это вторая схема. Вот третье. Недавно было заявление, то есть это то, что сейчас на мое имя, к сожалению, через 7 месяцев я его только получила. В августе 2017 года, Замирбек Бабакулович, к вам в ГСБ поступила жалоба от известной международной компании, которая занимается производством обуви,
Они вам пожаловались на то, что у них не получается нормально заниматься бизнесом. Они платят все налоги, но при этом местные недобросовестные люди, лжебизнесмены, которые завозят контрафакт с Китая под эгидой, под видом этой продукции, подпольно этим же занимаются. Вы же знаете, да, как это сейчас можно делать? Ты отправляешь фотографию в Китай, и там в подпольных цехах тебе как бы и вас можно сделать, цветную вашу ксерокопию, да, вот в оригинале. Вот это все делается, потом привозится сюда, они продают. И когда этот бизнесмен пожаловался, он сейчас уже в администрацию президента на имя Сооронбая Шариповича написал письмо, да, это российский гражданин, это наш внешний инвестор, да. Вот прошло 7 месяцев, за 7 месяцев и контрольную закупку сделали, и обратились к вам, и с жалобами все, и письма пишут, результатов никаких нет. Как это происходит? Идут на базар, ловят эту контрафактную продукцию, на 5000 сом штраф на реализатора, и все. Больше как сговор, я думаю, это по-другому не назовешь там. Вот. И последний, я закругляюсь. Последний, но, я думаю, самый значимый факт в борьбе с коррупцией в нашей стране, да, вот у нас Генеральная прокуратура пишет справки, что за 2017 год было возбуждено одно уголовное дело. Для меня это вообще, конечно, шок, да, по защите прав предпринимателей. Вот у нас есть статья 304, если я не ошибаюсь, да, уважаемый замгенпрокурора, за незаконное возбуждение или отказ в возбуждении уголовного дела. Вот сейчас можно привлечь к ответственности следователя за это преступление. Но у меня вопрос другого характера. Да? Вот как раз таки здесь я поддержу Ирину Юрьевну и других моих коллег по поводу практики крышевания, по поводу там, оборотней и всего такого подобного. Да? Почему, если мы возбуждаем уголовные дела на следователей, почему не возбуждаются уголовные дела автоматом на представителей Генеральной прокуратуры? Ведь, как известно, в МВД, в ГКНБ, в ГСБ у всех следователей есть куратор с Генеральной прокуратуры, да? Почему на них автоматом не возбуждается? Ведь когда регистрируется уголовное дело, как это происходит? Вот бизнесмен пожаловался на какие-то незаконные действия, вкупе это все регистрируете, автоматом это все на контроле под надзором представителя Генеральной прокуратуры. Если там идет сговор, у нас это давно в Генеральной прокуратуре превратилось в бизнес, да? То есть, если с прокурорскими там ответная сторона может договориться, да, куратор звонит следователю и говорит, в общем, ты не возбуждаешь это дело, потому что если я потом начну искать, я не найду состав преступления, да, я на тебя возбужу. Какой следователь против прокурорского-то пойдет? Естественно, нет. И дело закрывается. Но если потом бизнесмен таки Чарчавай добивается в суде решения в пользу свою, что происходит? Уголовное дело возбуждается на следователя, а прокурор остается не при делах. Самое ужасное в нашей системе, да, в государственной, да, что вот око Государева, Депмурдайчи, да, прокуратура, превратилась в око Саурона с известного сериала. Вся коррупция и весь бардак и беспредел находится там. И мне очень жаль, что сейчас мы, конечно, предъявляем к МВД, там, ГСБ, таможникам. Да. На самом деле все уголовные дела, которые возбуждаются по отношению к недобросовестным нашим чиновникам, да, они на контроле у прокуратуры. Если прокуратура за 2017 год пишет, что возбудила одно дело, значит все остальное просто договорились. И я надеюсь, вот то, что я сейчас вам сказала, вы внимательно прочтете. И Совет Безопасности, надеюсь, тоже отслеживает прессу и будет читать. Если вот эти 3 вещи, которые я отметила, вы исправите, вам в Doing Business можно, как сказать, не бегать за этими сводками. Вы сразу прыгнете с 77-го в первую десятку. Это я вам говорю как человек, который пришел в сферу бизнеса. И, к сожалению, это не просто там мимо таможни проходят миллионные убытки. Это то, что в 2015 году, когда мы входили в Евразес, бывшие наши премьер-министры, бывшие наши министры экономики, вы не отвоевали позиции, выгодные для бизнеса Кыргызстана, для отечественных производителей. Понимаете, это я уже не к вам, а предыдущим людям. Это должны были заниматься они. И потому что, почему вот эта вся коррупция с таможней сейчас происходит, это последствия того, что мы системно тогда к этому не подошли. Это вина тех вот руководителей. Я надеюсь, они как бы об этом тоже, они сейчас все занимаются бизнесом, я думаю, они тоже с этим сейчас, с последствиями своих недобросовестных действий сталкиваются. Сөздің ашығы, иштің бары деген, ошол өз араңыздарда деп тура эле айтылып атат. Менин оюмча, биз бияктан азыр жөн эле бир руководительди кетириле деп атасыңар, этим мы ничего не изменим.
Нам нужно системно подходить. Спасибо.